Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о главных событиях понедельника, 21 августа. Строительство детских садов и обеспечение медицинскими кадрами. Глава Якутии находится с рабочим визитом в Среднеколымском районе. Борьба со стихией в Якутске устраняет последствия дождей, прошедших выходные. Бизнес в мамины руки. Проект под названием «Мама-предприниматель» стартовал в столице. В Москве открыли мемориальную доску в память о выдающемся геологе Василии Синюкове. Во время работы в Якутии он открыл первую в мире кембрийскую нефть. С прицелом на Паралимпийские игры якутские спортсмены успешно выступили на вторых летних играх в Чебоксарах. На территории Истринского района Московской области средства ПВО обнаружили уничтоженный украинский беспилотник. Киев предпринял попытку атаки БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны страны. Ранее в понедельник российскими средствами радиоэлектронной борьбы подавлен украинский беспилотник. Он потерпел крушение в Русском районе Московской области. Как уточнили в Минобороны России, пострадавших и погибших нет. Все ограничения на использование воздушного пространства в Москве сняты. С раннего утра понедельника в другие аэропорты были перенаправлены почти 50 самолетов. 45 пассажирских рейсов и 2 грузовых рейса было перенаправлено на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга. После отмены ограничений на использование воздушного пространства пассажиры указанных рейсов будут доставлены в аэропорты назначения. В период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Правительство страны расширило параметры льготного лизинга сельхозтехники, машин и оборудования. В частности, в перечень техники, передаваемой по договорам льготного лизинга, включены также автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы, железнодорожные вагоны. Кроме того, сельхозпроизводители, которые уже заключили договоры льготного лизинга, смогут реструктуризировать свои платежи. Такой подход поможет снизить финансовую нагрузку на хозяйство. Перейдем к другим темам. Свыше 60 мероприятий пройдет в рамках деловой программы 8-го Восточного экономического форума, который состоится с 10 по 13 сентября во Владивостоке. Например, ускорение трансграничного сотрудничества, цифровые решения для внутренней международной логистики, железнодорожную и морскую отправку грузов обсудят эксперты в рамках трека «Логистика перемен». Также будут рассмотрены аспекты функционирования единой дальневосточной авиакомпании и перспективы развития Северного морского пути. Одной из ключевых задач ВЭФ в этом году станет подведение итогов десятилетнего развития Дальнего Востока. Участники обсудят преференциальные режимы в России, энергетическую отрасль, инвестиции, климатические цели бизнеса и охрану природы, инфраструктуру Дальнего Востока, а также новые инструменты развития региона. Глава Якутии с рабочим визитом находится в Среднеколымском районе. В селе Налимск Айсан Николаев принял участие в открытии нового здания детского сада. Летом 2021 года в единственном в селе детском саду произошел пожар. Огонь тогда полностью уничтожил здание. Сегодня новый детский сад на 40 мест общей площадью более 500 квадратных метров распахнул свои двери для своих воспитанников. Там же в Налимске открылась и новая врачебная амбулатория. Старое здание амбулатории располагалось в деревянном аварийном здании. Но сейчас медики принимают жителей села в новой благоустроенной врачебной амбулатории общей площадью в 120 квадратных метров. Уже с этого года учреждения СПО Якутии будут получать гранты главы за достижения в области образования, профессионального роста, науки, спорта, творчества и общественной деятельности. Айсан Николаев уже подписал соответствующий указ. Отмечу, что гранты будут выдаваться по таким номинациям, как «Лучший колледж» в размере 10 миллионов рублей, а также по 5 миллионов рублей в номинациях «Лучший в образовании», «Лучший в профессии», «Лучший в науке», «Лучший в спорте», «Лучший в творчестве», «Лучший в общественной деятельности». При этом денежное поощрение будет вручаться ежегодно 2 октября, в День среднего профессионального образования. Это будет на конкурсной основе. Учреждение может получить и не чаще, чем раз в 3 года. Соответственно, ротация. У нас все-таки учреждение находится в 26 улусах нашей республики. И будут лучшие поддерживаться по каждой из тех номинаций, которые я сказал. 6 номинаций. Это может быть для выездов, для участия в конкурсах профмастерства. Например, арт-мастер, либо конкурс профессионалы. Это может быть поддержка проведения конференции «Шаг в будущую профессию», исследовательских конференций. Это как
раз деятельность спортивных студенческих клубов, то есть на выезды на соревнования. Это очень важно, поскольку ребята активные. Паспорт в будущее по 5 профилям. Университетский лицей действует уже 6 лет, и с сегодняшнего дня в СУН стартовала летняя школа. Ученики повышают качество знаний по профильным предметам, усердно готовятся к вступительным экзаменам и углубленно изучают якутский язык. Занятия будут проводиться также по 5 профилям: физико-техническому, химико-технологическому, биолого-экологическому, лингвистическому, математическому и IT. Поступающие могут пройти обучение в летней школе с 21 по 23 августа. При этом, как сообщают в университете, на сегодняшний день идет прием заявок. Что касается программы летней школы, то программа летней школы в этом году у нас очень сжатая. И, значит, конечно, в первую очередь акцент делан на предметную подготовку и на ознакомление с направлениями, профилями подготовки как в СУНС, так и в нашем Северо-Восточном федеральном университете. Надеемся, что наши выпускники станут носителями драйверства в развитии науки и технологий. И наша цель заключается в том, чтобы это выросла элита по высокотехнологичному и научному направлению для нашей республики. Последствия ливней на дорогах Якутска ликвидируют коммунальные службы. С дорог и придомовых территорий идет откачка ливневых вод. Почти 2 десятка специализированных машин вышли на проблемные участки в начале недели в Якутске. С работой коммунальщиков знакомился мой коллега Александр Хавренко. Сильные дожди, прошедшие в столице в минувшие выходные, вновь заставили некоторых горожан переобуться в резиновые сапоги, а автомобилистов выбирать маршруты без риска угодить в яму, скрытую под водой. Отсутствие или неисправность ливневой канализации заставляет коммунальные службы выводить на улицы города автопарк ассанизаторских машин. Наибольший объем ливневых вод у нас откачан с улицы Дзержинского, это возле столичного рынка, также с улиц Хабарова, Ярославского, Кальвица, Аюнского, Лермонтова и Автодорожная. Также хочу напомнить горожанам, что для оперативной работы коммунальных служб необходимо подавать заявки на откачку ливневых вод в единую дежурную диспетчерскую службу по номеру телефона 44 45 64. В Сайсарах на улице Бекетова на въезде во дворы разлилось целое море. Редкий внедорожник может преодолеть его без опаски. Сегодня тут работает машина Кристиана Ирхана. Вот уже несколько лет Кристиан работает на ассанизаторской машине и ведет блог в социальных сетях, где рассказывает о своей работе. Есть специальные люди, которые ездят, представители от жилкомсервиса, Дорстрой, они ездят по объектам, смотрят самые проблемные места, плюс люди, обратная связь с людьми, которые, например, говорят, вот в этом месте у нас затопленный участок, то есть мои подписчики мне же скидывают, например, вот по такому-то адресу, большая лужа, и мы совместно с жилкомсервисом, допустим, едем на адрес, смотрим, если действительно есть лужа, откачиваем ее. Только за последние сутки с дорог и из дворов в Якутске откачано более 3270 кубометров воды. На борьбу с последствием ливней выведено 19 ассанизаторских машин, 18 мотопомп и 10 электронасосов. И без водоотведения и ливневой канализации такая ситуация будет наблюдаться в столице после каждого сильного дождя. Александр Хавренко, Илья Сыромятников, Якутск. Энергетики центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» предупреждают о неотложных ремонтных работах в районе Хатын-Юряха. Работы планируется завершить к 21:00. При этом возможна корректировка по времени. Под временным ограничением электроснабжения находятся потребители в районе Хатын-Юряхского шоссе с 6 по 9 километр. Специалисты подчеркивают, временное ограничение электроснабжения – необходимая мера, принимаемая для безопасности потребителей и персонала, продиктованная требованиями производственной энергобезопасности и правилами охраны труда. Председатель правительства республики Андрей Тарасенко находится с двухдневным рабочим визитом в Алдане. За 2 дня глава Кабинета министров проведет ряд совещаний, оценит подготовку школ к новому учебному году и проведет инспекцию строительства социальных объектов. Подробнее расскажет Руслан Павлов. Свой визит в город Алдан председатель правительства республики Андрей Тарасенко начал с осмотра объектов образования. Первым стало общежитие медицинского колледжа и спортзала при нем. Ремонтные работы здесь начались в июле благодаря республиканской программе капитального ремонта в среднеспециальных образовательных учреждениях. В общежитии провели ремонт канализационной системы и 50 санузлов.
Ну, не только 50 санузлов, но и еще 50 душевых комнат, да, привести в порядок полностью, заменить плитку, заменить все, как бы, что есть, конечно. И очень сжатые сроки были, чуть больше 20 дней. Побольше 26 дней было на все. Но штурмовали, работали 24/7, как обещали, успели. Также отремонтировали спортзал при общежитии. Осталось нанести разметку на спортивном корте. За 2 дня работы глава Кабинета министров планирует посетить все объекты образования города, где идет капитальный ремонт или строительство. Ну, во-первых, деньги выделены были на благоустройство города. Мы хотели посмотреть, как продвигается это все дело и на какой стадии. Ну и самое главное, то есть готовность к 1 сентября, школы, садики и, соответственно, наши все технические и медицинские заведения, которые здесь есть, и какая необходимость еще поддержки и так далее, и так далее. Премьер отметил и отставание по модульному спортивному залу Алданской гимназии. Подвели поставщики конструкции, однако обязательств по возведению объекта никто не отменял. Уже в тенде все конструкции полностью. И я думаю, мы к 1 сентября должны, как мне заверяют, что возведут полностью, каркас все сделают. Ну и по ходу дела должны все успеть. Завтра председатель правительства посетит площадки строительства многоквартирных домов, продолжит осмотр образовательных учреждений и планирует встретиться с активом Алданского района. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан. В Якутске обсудили актуальные вопросы развития казачества. Специально для этого в столицу прибыл первый заместитель атамана Всероссийского казачьего общества Константин Перенишко. Участники обсудили реализацию стратегии государственной политики России в отношении российского казачества. Вопросы взаимодействия с региональными властями, наметили конкретные шаги по решению проблемных ситуаций в казачьих обществах, входящих в состав уссурийского казачества войска, в том числе и якутского казачьего полка. Особое внимание в ходе встречи уделили участию казаков в специальной военной операции, мерам поддержки, оказываемым казакам добровольческих отрядов, участвующих в боевых действиях. Что нас прежде всего интересует? Это формирование мобилизационного людского резерва из состава казаков. Это первоначальная постановка на воинский учет и призыв, соответственно, вооруженные силы. Это участие казачества в специальной военной операции, потому что на сегодняшний день 16 батальонов сформировано из числа казаков разных войск по всей территории России. Почти 1000 казаков награждены государственными наградами и медалями. Поэтому для нас это одна из основных на сегодняшний день служб, направлений деятельности. Бизнес в мамины руки. Проект под таким названием «Мама-предприниматель» стартовал в столице. Для участия в нем молодые мамы со всего региона отправили свои бизнес-идеи на рассмотрение экспертов, после чего самые перспективные и социально значимые получили возможность пройти настоящую школу бизнеса. Азы предпринимательства вместе с ними постигала моя коллега Мария Кардашевская. Встречались очень часто на различных площадках. Успехов вам! Екатерина Вампилова из Капитоновки живет и трудится в родном селе всю жизнь. Молодая мама мечтает развить там туристический бизнес, а начать планирует с постройки гостевых домов, куда можно будет приезжать собирать ягоды и грибы, рыбачить или просто отдыхать. Я думаю, что для того, чтобы наш пригород развивался, там необходимо вот такое место для отдыха. Потому что у нас там будут тропы здоровья и банный комплекс. У нас там рядом речка, горы, и все как бы на лоне природы, и очень живописно, и свежий воздух. Поэтому там у нас будет катание на различных водных транспорте. И, конечно же, прогулки, рыбалка и вот все, что вот этого касается. Проект «Мама-предприниматель» успешно проходит в республике уже 5-й год. За это время многие молодые мамы со всей республики получили возможность открыть свой бизнес и реализоваться в любимом деле. У нас есть мамочки, родители, которые прошли этот проект и также являются победителями. И очень хорошая обратная связь, очень хорошие отзывы. И даже есть мамочки, которые также в селе начали вышивать броши. И это тоже очень хороший тираж. Я помню, мы приобретали эти броши, приезжали в этот район. И это говорит о том, что вы представляете, оказывается, можно заниматься тем, чем ты любишь, еще зарабатывать деньги.
В этом году заявки подали более 90 женщин, из которых 35 в течение 5 дней пройдут очный тренинг, на котором они познают все азы бизнеса, разработают свой бизнес-план и защитят его перед экспертами, успешными предпринимателями и бизнес-тренерами. В этом году мы обучили специального тренера корпорации МСП для того, чтобы можно было нам проводить у себя в регионе данную программу. Победитель нашего регионального проекта «Мама-предприниматель», он получит 100 тысяч рублей, это грант от фонда «Наше будущее», и, значит, получит возможность принять участие уже в федеральном этапе, где будет разыгрываться уже 1 миллион. За свою 5-летнюю историю программа «Мама-предприниматель» открыла свои двери для сотен якутянок. Кроме победительниц, многие участницы смогли получить необходимые знания основ предпринимательства и эффективного управления бизнесом, а вместе с тем и возможность реализовать свою идею. А это значит, благодаря проекту в регионе стало больше успешных и, главное, счастливых женщин. Мария Кардашевская, Владимир Павлов, Якутск. В центре Москвы на Тверской улице 17 установили памятную табличку советскому геологу-нефтянику Синюкову Василию Михайловичу. Он стал первым в СССР доктором геолого-минералогических наук, а его открытия внесли неоценимый вклад в становление и развитие современной нефтегазовой отрасли страны. Еще в 1933 году во время полевых работ в юго-западной Якутии Синюкову удалось обнаружить на северном склоне Алданского щита битуминозный доломит и асфальт. Это привело начинающего специалиста к выводу о нефтеносности отложений с возрастом более 500 миллионов лет, которые авторитетные геологи считали стерильными. Эту гипотезу он выдвинул первым в мире, и именно его труды легли в основу освоения в нашей республике нефти и газовых месторождений. Эти работы не пропали даром, и уже в 50-х годах на основании его предположений, на основании его гипотез площади исследований были расширены, исследования на нефтегазоносность были развернуты на территории Вилюя, на территории Западной Якутии. И вот уже в конце 60-х, 70-х годах нефтегазовая промышленность Якутии, можно сказать, уже состоялась. Дальше происходило то, что мы все знаем. Были вовлечены в хозяйственный оборот крупнейшие месторождения Талакана, Тюнгское месторождение, Чииндинское месторождение. Жители Лебединого отметили 96-летие поселка. В честь этой даты был проведен фестиваль «Мы вместе». Вниманию жителей организаторы представили культурно-развлекательную программу. Помимо этого состоялось чествование отличившихся сотрудников промышленных и коммунальных предприятий, а также образовательных и медицинских учреждений. Отмечу, поселок Лебединый возник в 1962 году. Сегодня здесь действуют предприятия жилищно-коммунального хозяйства, амбулатория, почта, детский сад, школа, психоневрологический диспансер. Концепция такова, что это как бы праздник, который подводит итог полугодию, скажем так, да? То есть, когда мы чествуем людей труда, отмечаем какие-то достижения, которые произошли за эти полгода. Приурачиваем это и ко Дню металлурга, и День шахтеров, то есть связываем с историей. Цветы, ягоды, урожай собрали люди. То есть чем поделиться, что-то кто-то продает. То есть вот такое тесное дружеское мероприятие. В Якутске продолжается акция «Добрый вечер, доктор». На общественных площадках столицы региона доступны консультации терапевтов, узких специалистов, а также предоставлена возможность пройти медицинские осмотры и диспансеризацию. Помимо этого, специалисты онкодиспансера проводят скрининг, специалисты кожветдиспансера, консультации дерматолога с использованием дерматоскопа, проводится иммунореферентный анализ на ВИЧ и гепатиты. В мероприятии задействованы передвижные мобильные комплексы на базе машины КАМАЗ, в том числе комплексы, оборудованные аппаратами ФЛГ и маммографом. Пункты расположены на площадях Победы и Дружбы народов, а также по адресам Автодорожная 40/4, Кеша Алексеева 7 и Можайского 27. Осмотры проводятся с понедельника по субботу с 5 до 9 вечера. Некоторые люди даже годами не ходят в поликлиниках, не сдают анализы, а тут все за один день можно пройти, все рядом, и за один день все пройти, узнать все результаты на следующий день. Тут мы проводим осмотр терапевта, фельдшера, берем анализы, общий анализ крови, биохимический анализ крови и на тромбообразование.
ЭКГ проводим и осмотр гинеколога. Тоже берется мазки. С прицелом на Паралимпийские игры якутские спортсмены успешно выступили на вторых летних играх «Мы вместе спорт» в Чебоксарах. На их счету 6 золотых и 5 серебряных медалей. Подробнее об успехах и амбициях спортсменов расскажет Марфирина Алексеева. Этим летом в городе Чебоксары прошли 2 крупных старта. Чемпионат России, затем и вторые летние игры паралимпийцев. Республику на этих соревнованиях представили 8 спортсменов. Результатом выступлений стали выполнение нормативов мастера спорта международного класса и новый рекорд России по толканию ядра. Летние игры паралимпийцев у нас, проходили по программе Паралимпийских игр, которые пройдут в следующем году в Париже. Это был первый этап отбора в сборную команду России. И наши ребята показали хорошие результаты и заявили о себе. Саргалан Семенов отличился трижды. В беге на 400 метров он финишировал первым, а в беге на 100 метров и прыжках в длину стал обладателем серебряных наград. При этом в последнем виде он выполнил норматив мастера спорта международного класса. Сейчас спортсмен готовится к февральскому Кубку России. Вот этого чемпионата России я хотел выиграть уже 6-й год, получается. В этом году у меня все получилось. Я очень рад этому. Я всегда проигрывал, 2-е, 3-е место занял. Потом на этот год получается выиграть чемпионат России. И это очень круто. Паралимпийцы Якутии по метанию копья занимают лидирующие позиции в стране, являются членами сборной России. Виктор Евсеев завоевал золото в метании копья во вторых соревнованиях после поражения на чемпионате. Игры выдались напряженными. Поборолись, проиграл, потом реванш состоялся на Липе. Остапенко раньше меня метал. Сначала он, потом я. Всегда видно было то, что он хорошо подготовлен. Эмоционально такое давление тоже было, напряжение такое было. И с завтрашнего дня сразу начал заниматься. Мотивация была. Потом на летних играх взял свое. Отличные результаты показали и другие спортсмены. Новый рекорд России в толкании ядра установил Аял Сивцев, метнув снаряд до отметки 10 метров 93 сантиметра. Спортсмен также стал победителем игр в метании копья. Высшую награду получила и Василина Иванова, выполнив норматив мастера спорта международного класса по толканию ядра. Еще одну золотую медаль она взяла и в метании диска. Всего якутянами завоевано 14 медалей различного достоинства. Марфирина Алексеева, Александр Хавренко, Дюлустан Накентьев, Якутск. Дожди и похолодания прогнозируют синоптики на большей части Якутии. На территории республики начал поступать холодный арктический воздух. Завтра в центральных, заречных районах, на юге, востоке, северо-востоке прогнозируют дожди. В Жиганском, Авино-Батантайском, Верхоянском, на юге Устьянского районах местами ожидается порывистый ветер до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха в центральных районах ночью составит +8, +13 градусов, днем всего +14, +19. В Якутске во вторник преимущественно без осадков, ночью температура опустится до +8, +10, днем до +17, +19. На этом все. Оставайтесь с нами.